Продолжим выпуск. Вы смотрите Астана Таймс. Прошел ровно год, как Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства. И надо сказать, что этот период был нелегким как для самой страны, так и для президента. Вспомнить те же разрушительные взрывы в Арыси, унесшие человеческие жизни, крупные наводнения на юге страны, когда десятки семей остались на улице, и эпидемию коронавируса. С опасной инфекцией борются до сих пор. Если оценивать Токаева как политика, то эксперты говорят, что он показал себя опытным и стрессоустойчивым управленцем. Анна Расимбаева продолжит. Такого насыщенного на события года, пожалуй, не было давно. Что не месяц, то очередное ЧП. Взрывы в Арыси, наводнения на юге страны, авиакатастрофа под Алматы. И даже пандемия коронавируса, обычно появляющаяся раз в столетие, пришлась именно на первый год президентства Касым-Жомарта Токаева. Несмотря на все эти вызовы, президент принимал своевременные и важные решения, говорят эксперты. Президент, конечно, показал себя как очень эффективный и хороший управленец с таким большим опытом. Это достаточно экстремальные условия для политика, который вступает в должность на первом году. Это очень большой экзамен, это большой стресс, это показатель стрессоустойчивости. Ну и, конечно, президент показал, что государственные управленцы могут мобилизоваться. Уже спустя 2 недели после инаугурации президенту пришлось столкнуться с первым серьезным вызовом. В Арыси один сдетонировавший снаряд спровоцировал серию взрывов. Погибли 4 человека, около 200 пострадали. Касым-Жомарт Токаев лично вылетел на место трагедии, чтобы успокоить отчаявшихся жителей. Город пришлось практически отстраивать с нуля. Все области будут помогать. Главное, правительство вам поможет. По моему поручению. Что касается детей, то 2 области, Акмолинская и Павлодарская, уже предлагают взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть и вот после этого пережитого кошмара. Чуть-чуть потерпите, все будет нормально. Я беру все эти вопросы под свой личный контроль. Спасибо вам большое. Далее события развивались не менее динамично. 27 декабря, вскоре после взлета, разбился следовавший из Алматы самолет авиакомпании «Бек Эйр». Погибли 13 человек из 98 находившихся на борту. Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать виновных. Семьям погибших и пострадавших была выплачена компенсация. Уже в этом году президенту выпали новые серьезные испытания. Одно из них – прорыв дамбы Сардобинского водохранилища. Ущерб только по растеневодству составил более 400 миллионов тенге. И это в условиях низких цен на нефть и пандемии коронавируса, которая оказалась самым серьезным вызовом. Однако и здесь Токаев смог эффективно урегулировать эти проблемы. Среди всех, конечно, COVID-19 это был такой системный стресс для всей политической системы и для всего госуправления. И, соответственно, конечно, здесь всегда нужно было принимать экстренные, быстрые, эффективные решения. То есть буквально за день. Помимо этого продолжали работу по возвращению наших граждан из других стран. То есть, несмотря на пандемию, закрытие границ, мы продолжали возвращать, посадили на карантин. Это тоже очень большая работа Министерства иностранных дел, президента. Уже после первых 10 зараженных человек президент решил ввести в Казахстане режим ЧП, и это позволило спасти тысячи жизней. Гражданам надлежит отказаться от проведения массовых собраний, связанных с семейными и памятными торжествами. В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим. По моему поручению из резерва правительства выделены средства для приобретения лекарственных средств, тест-систем лабораторного оборудования. В больницах страны имеется достаточный коечный фонд. При этом Токаев проводил реформы, заметно изменившие жизнь казахстанцев. Так, всем социально уязвимым категориям населения списали кредиты, увеличили зарплаты педагогам и медикам, ужесточили наказание за сексуальное насилие. МСБ освободили от налогов на 3 года. На этом фоне эксперты характеризуют первый год президентства Касым-Жомарта Токаева успешным. Глава государства, несмотря на все трудности, смог осуществить большую часть задуманного. В первую очередь это видно по возросшему авторитету среди рядовых казахстанцев.